2021 год новых открытий и продвижений в республике. Причем весьма заметные изменения в положительную сторону произошли в экономике Ингушетии. Регион закрепился на втором месте в СКФО по объему сельскохозяйственной продукции. Ее объем вырос на почти 9% и составил более 10 миллиардов рублей по индексу этого производства. А в темпах роста продуктов животноводства республика также занимает лидирующую вторую позицию среди субъектов Северного Кавказа. Также по росту производства продукции тоже занимаем лидирующие места. В 1 и 2 раза у нас увеличился объем инвестиций в основной капитал. На 10,2% у нас увеличился объем строительных работ. Значительную роль в сохранении стабильной экономической ситуации в республике сыграла реализация нацпроектов как самого мощного инструмента поддержки со стороны федерального центра. Введено в эксплуатацию 30 объектов социальных. Это построено 6 школ на 4000 мест и 12 садиков на 2,6 тысяч мест. В 2021 году у нас предусмотрено более 80 мероприятий и на сумму 11,6 миллиардов рублей. Каждую инициативу, которую планируют реализовать в республике, всегда рассматривают сразу с двух сторон. С точки зрения создания новых рабочих мест и пополнения доходов бюджета. Впервые в Ингушетии закончено формирование промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в которую входит 11 предприятий, что приведет к созданию более 1000 рабочих мест. Сформирована вся необходимая региональная нормативная база, действует разветвленная система поддержки инвесторов, введен режим единого инвест-окна. В 2020 году у нас произведен запуск обувной фабрики, картонажных изделий и чулочно-носочных изделий, которые выпускает 6000 пар обуви в сутки, 9000 пар чулочно-носочной продукции и от 80 до 100 тысяч продукции картонажной фабрики. Также запущена простаивающая швейная фабрика, которая будет реализовать 1,2 миллиона изделий в год. И при выходе на полную мощность, это создание рабочих мест, получится где-то в пределах 1500 рабочих мест будет создано. В 2021 в регионе запущены еще 3 крупных проекта. Один из них – лесоперерабатывающий комбинат в селении Мужичи. Технический старт некоторым производственным процессам уже дан. На комбинате с замкнутым циклом планируют проводить многоступенчатую обработку древесины. В дальнейшем, после освоения всех навыков и особенностей управления оборудованием, персонал в количестве 50 человек будет полностью состоять из местных рабочих. Первичное сырье, древесина для распила, будет поступать на завод из лесов Сунжинского района. Продукцию пока реализовывают только в Ингушетии. Это основной цех, где производится евровагонка, евродоска и шпунтовая доска. Еще в начале 2021 года комбинат посетил глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что ввод комбината позитивно скажется на ситуации с безработицей. Более того, позволит организовать легальный сбыт местными жителями и лесниками материалов для данного производства. Сутки кубометров вот этой шпунтовой доски сколько? 15 кубов в сутки. Что такое? Цена сколько это? Цена 21 тысяч за куб, розничная цена. А у тебя будет сутки? 15 кубов. 15 кубов. А еще какое производство? Мебельный щит на экспорт. Мебельный щит? Конечно. Экспорт? Да, это из дуба будет. И там примерно сколько будет? Там будет где-то в районе 250 кубов в месяц делаться. В месяц будет делать? Но там уже себестоимость и цена уже другая. Полностью, если брать полные линии у тебя заработали, в месяц у тебя здесь будет что? Здесь будет 500 кубов готовой продукции всего. Производство должно быть четко налажено, обучать их надо, ему надо трудовую. А трудовая, если есть, значит, больничный, отпуск, как положено, он должен жить. Социальный пакет его. Мялдуючи, черт, хожу, ердни волос, ердни дивей. Что делать, ердни дивей? И что делать, ерху дивей? У него перспектива должна быть. За рабочую смену здесь перерабатывается до 10 кубов древесины. И это не предел. На территории помимо этого цеха расположены еще 2. Их запуск позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Производство мебели, кухонной мебели, гарнитуры, потом мягкую мебель хотим наладить. Там специально отведенные места у нас в цеха. Как будем делать для них ограждение.
будем это запускать, как говорится, в перспективе. Ожидается, что запуск комбината на полную мощность обеспечит до 5000 кубометров готовой продукции в год. Всего в регионе 47 лесопилок, 4 из которых уже заключили договор на поставку сырья в лесоперерабатывающий комбинат Мужичи. Также весной 2021 года в регионе запустили первую очередь по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производственностью более 10 тысяч тонн в год. Таким образом, удалось создать около 300 рабочих мест. В инкубатор по выращиванию птицы одновременно заложили 75 тысяч яиц. В этой части птицекомплекса будут храниться яйца двух пород индюшат – английской и французской селекции. Инкубационный период 28 дней. Появившихся на свет цыплят отправят на специальную площадку выращивания, где они останутся до убоя. Мясо индейки ценится во всем мире. Уже есть достигнутые соглашения по поставке готовой продукции на прилавки розничных сетей магазинов. Мне кажется, тем самым мы подтвердили сами себе и, скажем так, в той же Москве, что мы в состоянии реализовывать проекты, да? Потому что на сегодняшний день без кредитных ресурсов серьезные объекты реализовать невозможно во всем мире и в России, да, в том числе все проекты реализуются через банковское финансирование. Но будем считать, что это один из проектов, который покажет, что в Северный Кавказ, в частности, в Ингушетию, можно инвестировать. Состоялся и тестовый запуск завода алюминиевых сплавов «Реал» мощностью до 10 тысяч тонн в год. Создано 21 рабочее место, планируется всего 58. Реализовать в ближайшее время планируют еще 4 крупных инвестпроектов. Это предприятие по производству санитарно-гигиенических средств Best Brand, реконструкция комбината строительных материалов «Неон», очистные сооружения и производство строительных материалов. У нас в целях улучшения инвестиционной привлекательности на территории республики у нас есть 3 промышленные площадки. Это сельское поселение Вознесеновское, Алиюрт и Карабулак. Но они заполнены всего на 30%. У нас потенциал остался, значит, можно на 25 предприятий рассчитано и на 2000 рабочих мест рассчитан вот этот. Также у нас в сфере АПК работают 2 проекта. Это, значит, Ореховый сад на сегодня. Там площадь 170 гектаров. На сегодняшний день посажено саженцев 27 тысяч саженцев грецкого ореха и 5 тысяч саженцев фундука. Также есть черешневый сад, тоже на площади 170 гектаров, но там засажено 105 тысяч саженцев на площади 84 га. Также определены 5 наиболее эффективных прорывных направлений и проектов, которые способны оказать наиболее положительное влияние на экономику Ингушетии. Это строительство тепличного комплекса на 22 гектара. В туризме это развитие всесезонного комплекса Арымхи, потому что у нас ежегодно поток туристов прибывает. Поэтому развитие туризма, в принципе, наша сама природа и ландшафт, и красивый предполагает развитие этого конкурса. Но в этом плане развитие в туризме принесет, я думаю, для республики и налоги принесет, и привлекательность инвестиционную, и такую улучшит. Также, значит, у нас есть еще комплекс МАГАЗ по добыче доломитовой муки по промышленному кластеру и по солнечной генерации. У нас еще тоже один проект, который реализуется, он на 6 тысяч мегаватт. Глава Ингушетии в своем послании Народному собранию республики поставил четкие задачи и планы перед министерством. К слову, количество построенных объектов в рамках национальных проектов растет каждый месяц. Нам предстоит решить целый комплекс накопившихся годами задач регионального уровня. Обозначим наиболее важные, на решение которых исполнительной и законодательной властью с привлечением общественности и бизнеса необходимо направить основной вектор усилия правительства в текущем году. В первую очередь необходимо продолжить работу по предельному снижению доли теневого сектора в экономике, занятости и доходах населения. Теневой сектор в экономике определяет низкие показатели собственных доходов бюджета республики.
В результате целенаправленной работы нам удалось сократить объем долговых обязательств на начало текущего года почти на 40%. Безусловно, работу в этом направлении правительству необходимо продолжать. В целях решения этой задачи необходимо обеспечить концентрацию усилий Федеральной налоговой службы и службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами на повышение собираемости налоговых платежей, а также на формирование плана мероприятий по осуществлению дополнительных мер пополнения доходной части бюджета. Также в 2021-м делегация из Ингушетии во главе с Махмудом Али Калиматовым приняла участие в 24-м Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Важнейшим событием стало подписание 8 крупных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной сферах. Об открытии в республике новых магазинов сети «Магнит» договорились глава Ингушетии и президент, гендиректор розничной сети Ян Дюнинг. Компания расширила свое присутствие в республике. До этого «Магниты» работали только в Магасе, Назране и Сунже. Для нас это важно, потому что у нас не было вообще ни одного. У нас, и вы знаете, вы, наверное, у вас маркетологи, наверное, умные такие, они хорошие, потому что у нас вообще нет ни ленты, ни ничего, кроме вас. Это первое. Второе. У нас настолько здорово получилось вписаться вот в республику объектами, потому что на сегодняшний день, я думаю, у вас есть возможность, а мы будем вас просить, до 100, вот за этот период, не знаю, насколько вы способны будете, до 100 где-то минимум зайти вот по всей республике. And actually the results that we see in Ingushetia have been the reason why we now also are trying to enter Dagestan. И те показатели, которые достигла Республика Ингушетия, наши магазины в Республике Ингушетия стали, скажем, для нас определенным фактором развития нашей сети в Республике Дагестан. Дорожную карту по сотрудничеству подписали Махмуд Али Калиматов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет об обмене опытом в развитии конкуренции, межрегиональной производственно-технологической кооперации, в расширении рынков сбыта промышленной продукции. Также предполагается проведение межрегиональных стажировок для профильных специалистов. Последующим подписание у нас было с Пензенской областью. Вот у нас мы индейку производство запустили, начали уже производить там. У нас уже пошли первые там, скажем, цыплята. Ну, мы там 5 тысяч тонн в этом году, на следующий там до 10 тысяч говорят. Но когда мне сказал губернатор, исполняющий обязанности Олег Владимирович, что у них 156 тысяч тонн производится уже, то я думаю, что нам, ну, не достичь, но мы должны стремиться расширять производство. И мы будем способствовать тем производителям, которые в действительности работают, и мы видим их продукцию. И в республике нам это очень нужно. И сельское хозяйство, которое у них очень развито, и мы договорились, что мы будем развивать его. Расширится и границы сотрудничества, налаженного между Ингушетией и Челябинской областью. 5-летнее соглашение о содействии в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности в Ингушетии подписали глава республики и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Держим здесь руку на пульсе, мы хотим действительно быть вам полезными. Очень интересное сельское хозяйство. И есть замечательная компания «Сады Ингушетии», которая известна на всю страну. Такая очень высокотехнологичная компания. У нас есть там связи, есть действительно интересы, каким образом можно было бы вот это интенсивное садоводство в современных условиях развивать. У вас очень интересные возможности, связанные с энергетикой, потому что гидротермальные источники, которые у вас есть, они могут быть поставлены на службу. Ну, фактически это, и если мы говорим о оздоровлении и о энергетике. Ну и, наконец, у вас совершенно
замечательные возможности для развития туризма. А туризм в современных условиях – это очень наукоемкая такая вот отрасль. Нам надо развивать в части технических специальностей нужны. Нам нужны специалисты в области связи, энергетики, строительства, я скажу. Поэтому те соглашения на площадке нашего университета и в целом с правительством, я думаю, мы должны обмен делать наших ученых, которые хотят в аспирантуры или специальности больше в части технические вузы, технические специальности пошли. Ну и, конечно, взаимодействие в том, чтобы у нас будет обмен преподавателями из университета нашего и других, и они будут оказывать и методическую помощь, и какие-то соглашения, которые принесут нам пользу для республики. Следующий документ о стратегическом сотрудничестве Махмуд Али Калиматов подписал с президентом правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и автоматизированных систем, направленных на цифровизацию городского хозяйства «Умный город». Экономический форум, он дает понять, тогда будет процветание нашей республики. И вот наши соглашения с Сбербанком на это направлены. Они готовы тоже оказывать нам и социальные объекты помощи. Также на полях форума заключили соглашение между Петербургской военной академией связи имени Буденова и Ингушетией. Один из старейших военных вузов страны планирует проведение в регионе комплекса мероприятий по военно-профессиональному воспитанию граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в Петербургский вуз. Благодаря грамотным решениям и предпринимаемым действиям главы Ингушетии удалось снизить долговые обязательства республики на 44%, то есть до 6 миллиардов 600 миллионов рублей. На момент вступления Махмуда Али Калиматова в должность сумма составляла почти 12 миллиардов рублей. На сегодняшний день есть очень много предложений, бизнес-предложений, которые много есть организаций со стороны, которые хотят на территории республики развивать свою инвестиционную деятельность. Сегодня уже такой боязни нету, потому что уже они чувствуют, доверие идет, они чувствуют гарантию со стороны нашей республики. И с каждым днем мы как делаем анализ, у нас эта инвестиционная привлекательность, она увеличивается. По поручению правительства страны разработана и защищена модель экономического развития республики, в рамках которой планируется создание к 2030 году более 14 тысяч рабочих мест и поступление налогов в размере около 11 миллиардов рублей. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.